Здравствуйте всем, кто смотрит это видео. С вами Сибдейтом. Мое это видео посвящено такой немножко странной теме для меня. Оно посвящено основному вопросу философии. Я по своей специальности не философ, не профессиональный философ, и поэтому вот это видео это попытка ответить самому себе, решить этот вопрос доступными для моего сегодняшнего образования, доступными мне средствами и попытаться выяснить проблематику следующую, основную проблематику, связанную с основным вопросом философии. Что же было все-таки в начале? Что нас создало? То есть, что создало наш космос? Что впервые было создано? Мышление, то есть какое-то сознание, или материя, она была вечна, допустим, да? Вот основной вопрос философии, в этом смысле он почему-то меня заинтересовал. И я забил в интернете, каким же образом решает этот вопрос, и увидел я следующее. В Википедии, к примеру, этот вопрос философии решает таким образом, или излагается в такой очень краткой форме совершенно, но тут пояснен основной смысл. То есть обычно проблематизируется в форме вопроса. Что первично, дух или материя? Далее я не буду углубляться. Также в интернете я забил этот вопрос, и, к примеру, один из сайтов dic.academic.ru выдает статью из философской энциклопедии и краткое толкование вопроса, основного вопроса философии, опять-таки сводится к тому, что же понимается под основным вопросом философии. Ну и вот, допустим, Энгельс, да, тут цитата Энгельса, и идет определенная информация по этой теме. Я обратился к работе Энгельса, то есть нашел, опять забил в интернете, в общем, нашел в PDF формате работу Энгельса, называется «Фейербах и конец классической немецкой философии». И каким же образом трактует Фридрих Энгельс, если правильно сделан перевод, конечно, я по переводу. Вот высший вопрос всей философии, вопрос об отношении. Смотрите, об отношении мышления к бытию, духа к природе. Так, ну, имеет свои корни. Стало быть, не в меньшей степени, чем всякая религия. Вот что интересно. Ну и вот, допустим, вот тут вопрос об отношении мышления к бытию, о том, что является первичным, дух или природа. Этот вопрос, игравший, впрочем, большую роль в средневековой схоластике. Создан ли мир Богом или он существует от века? Ну и философы разделились на два больших лагеря. Те, которые утверждали, что дух существовал прежде природы, и которые, следовательно, в конечном счете, так или иначе признавали сотворение мира. То есть, иначе говоря, мир был создан Богом, да? Вот. Вопрос, что создан ли был наш космос, наш мир, наше бытие, наша реальность Богом? И в поисках ответа на вопрос я каким-то, не знаю почему, но в общем приходится говорить о теме вечности. На самом деле мне кажется, что вот этот вопрос, что первично, материя или дух, по аналогии он схож вот с этим вопросом, с проблематикой курицы и яйца. На самом деле он схож именно с этим. Почему, я попытаюсь сейчас объяснить далее. Сейчас разберем вот эту проблематику. Вот смотрите, ведь есть в реальной природе яйцо, да, есть курица. И мы видим, что из яйца появляется курица. То есть это реальные законы, реальные вещи, это наша эволюция, да. И логично ведь как бы задать вопрос, а что первично, курица или яйцо? Конечно, на самом деле это неправильно поставленный вопрос. И, соответственно, ответа на этот вопрос в принципе его и нету.
То есть это тот вопрос, где не надо искать проблематики. Поэтому парадокс это, конечно, игра слов на самом деле. И в древности пытались, решая, то есть пытаясь ответить на этот вопрос, вот, допустим, Аристотель считал, что из ничего из них, то есть ничего из них не было первично, а появилось одновременно. Я думаю, логика Аристотеля, она тут относительно верна, если смотреть на эволюцию Земли, да, развитие Земли. Конечно, ни курица и ни яйцо, как отдельно субъект или объект, никто из них или ничто из них раньше не появилось. Соответственно, это была общая тенденция развития всего и вся, допустим, и это было сразу не то что появление, да, а развитие эволюции. И сегодняшнее наше знание позволяет об этом говорить, и позволяет нам думать о том, что ни курица и ни яйцо, ничего из них раньше не появилось. Это системное явление природы. И что-то из них выделять и ставить вопросы о первичности, это нелогично и неправильно для здравого смысла. Так вот, смотрите, что появилось первым? Сознание, давайте возьмем, да, курица, или материя, яйцо? Как вы думаете, я подозреваю, что постановка, основной вопрос философии в стиле, что появилось раньше, Бог ли создал материю или материя была вечна? На самом деле это неправильно поставленный вопрос. Так, почему вопрос поставлен неправильно и на него на самом деле ответа нету? Вопрос должен ставиться другим образом, на мой взгляд. И я думаю, что на самом деле проблематика следующая. Может ли из ничего, то есть возможно ли вообще в природе вещей из ничего вообще сотворить что-то, нечто, да? Что-то материальное? Можно ли это в принципе? Я думаю, этот вопрос важнее, чем вопрос первичности духа или материи. Почему? Дело в том, что когда, предположим, физика, да, или наука, точнее говоря, ответит на вопрос о принципиальной возможности или невозможности появления материального из чего-то, чего нет, да, а когда мы говорим о появлении, допустим, космоса, ведь всегда идет, ну, иначе говоря, человек мыслит таким образом, ведь не может же, наш космос, он должен быть создан кем-то. Кто его создал? И когда вопрос ставится таким образом, я считаю, что ответа на этот вопрос нет, и он всегда будет в стиле курицы или яйца. Если правильно поставить вопрос, правильно, то есть, а можно ли из абсолютного ничего, вообще ничего нет, что-то создать? И когда я ищу ответ на подобный вопрос, а это уже правильно поставленный вопрос, тогда я понимаю следующее, что в природе вещей я не замечал, точнее говоря, знание человека, это не только я, конечно, понятно, что это огромнейший опыт знаний человека, да? Знания человека, любые, религиозные, нерелигиозные, научные, ненаучные, нигде, по крайней мере, я не видел такого, чтобы из ничего, из абсолютного нуль было создано что-то. Это принципиальная невозможность. Давайте опять вернемся к нашим, что называется, курицам, да? Если мы начнем думать, когда же возникла курица или яйцо, на самом деле проблема начала, с чего начать-то? С какой точки отсчета начать появление чего-то? Такую точку отсчета здесь невозможно поставить в принципе. С чего начинать? Начнем ли мы с создания Солнца, предположим, да? Или мы начнем с создания Земли? С чего? Или мы начнем... То есть, когда мы требуем начала, вот это начало, оно точно неопределимо. Ну, к примеру, рождается человек. Когда считать, что человек родился? Вот начать точка отсчета человека. Это когда? Когда, допустим, ну, мужчина и женщина, допустим, да, стали жить вместе.
была оплодотворена яйцеклетка, да, сперматозоидом. Когда начать? А ведь сперматозоид до оплодотворения тоже ведь есть связь. Ведь это ведь не начало что-то, а сперматозоид сам был, существовал до того, как оплодотворить. Ведь начало там тоже есть. Где начать точку отсчета? И вот здесь, когда мы пытаемся найти точку отсчета, на самом деле мы видим следующее. Его точки отсчета на самом деле его нету. И в природе вещей оно отсутствует по факту. Есть изменение перетекания природы из одного состояния в другое, это да. Это есть, но начало абсолютного начала, вот именно абсолютного начала в природе вещей нету. Этого не наблюдает ни один, то есть таких фактов и таких знаний у человека нету. Даже исследовательная теория, физическая теория большого взрыва, это результат, следствие мышления, которое требует абсолютного начала чего-то. Большой взрыв, да, вот наша метагалактика, да, наш космос, в конце концов, он когда-то начал существовать, да, начало. И это, видимо, абсолютное какое-то начало. 14 миллиардов лет, видимо, было создано, да. Предположим, да, конечно, возможно. Но как начать считать существование меня самого? Ведь у меня были предки мои. Откуда? А у моих предков были другие предки. У этих предков еще другие предки. Где точка отсчета? Начать существование Земли? Или с фотонов космоса? Или то есть Солнца? Да? С чего начать мое существование? И это начало, оно всегда относительно. Ну да, у людей принято считать за день рождения выход плода, допустим, из чрева матери. Это считается днем рождения. Да. Условное начало рождения человека. Таким образом в паспорте мы прописываемся. Но в природе, на самом деле, этого абсолютного начала нету. Не наблюдается такого факта. Я лично пытался поискать, где же начало всего, а его нету. Таким образом, что следует? Если мы поставим вопрос, можно ли из ничего, да, сотворить нечто, то есть было ли когда-нибудь какое-то начало вообще в принципе? Ведь это начало предполагает, что ничего не было, а потом что-то было сотворено. Такого начала нет. Следовательно, материя, то есть наш космос, наш материальный мир, все, что мы видим, наблюдаем и думаем, оно всегда было вечно. Не было никакого сотворения абсолютного начала. Оно невозможно в принципе. И законы природы, законы космоса об этом нам говорят. Следовательно, основной вопрос философии, проблематика вопроса, допустим, что же было в начале, дух или материя? Оно неправильно, этот вопрос, он неправильно поставлен. Нельзя решить вопрос о сотворении, когда этого сотворения вообще не было по факту. Его не было. Была, то есть есть вечность. Существует, это факт мышления, факт природы, факт помышления человека и знаний. То есть категории вечности никто не отменял, это есть. Есть перетекание одного свойства в другое, да, это закон вечности. Когда-то что-то перетекло, скажем, в метагалактику, в Млечный Путь, потом, ну и так далее, да. Энергии, какие-то частицы потом создали весь живой мир. Были какие-то условия, предполагаемо созданы или предполагаемо вытекающие как следствие одно из другое, да. То есть, иначе говоря, наш материальный мир не был никем создан. Оно существовало, или этот мир материальный, он существовал вечно. Если мы предположим создание, то есть если мы ответим на вопрос, что из ничего, вообще из абсолютного ноль, из абсолютного отсутствия чего-то можно сотворить, тогда если наука, предположим, этот факт каким-нибудь образом откроет, тогда да, можно говорить об абсолютном начале. Но я еще раз говорю, нет никаких фактов того, чтобы говорило об абсолютном начале. Никаких природных фактов, никаких космических явлений, законов и так далее нам не говорит о том, что где-то было абсолютное начало. Даже если мы любые примеры, они это перетекание одного свойства материи в другое. Следовательно, никакого начала вообще в принципе не было. Ну так вот, и таким образом
мы приходим к выводу, что по сути религиозное мышление, то есть, ну тут я прописал текст, физическая теория большого взрыва, это по сути религиозное мышление, требующее абсолютного какого-то начала, то есть требующее Бога, да. Конечно, теория большого взрыва, она была решена в системе такого мышления. Раз не было начала, соответственно, не было этого сознания, какого-то высокого сознания, что что-то сотворяло бы. Ничто не сотворялось. Следовательно, Бога или высшего сознания, или первичности Духа, который бы работал над созданием материи, его не было. Это во-первых. И во-вторых, предположим, все-таки Бог создал, ну, допустим, материю, да, или объективно наш мир. Тогда давайте подумаем, а что есть тогда этот Бог? Ведь ничто не может, абсолютный нуль не может сам себя создать или во что-то. То есть Бог это тоже некая реальность, то есть какая-то субстанция, живая субстанция. Это тоже по сути суть материи на самом деле. Если Бог создал материю, значит следующий вопрос возникает по цепочке. А кто создал Бога? Раз мы требуем начала всего, ведь Бога же кто-то тоже должен создать. Он же тоже кем-то должен быть, каким-то образом сотворен. Наше мышление это требует, допустим, да? Кто создал Бога? Другой Бог. И в общем, и тогда мы впадаем в проблематику, то есть курицы и яйца. То есть на самом деле, так курица и яйцо, то есть вопрос, по сути, боги. Ну вот, на самом деле, Бога может создать, конечно, да, но Бог потом материю создал, ну, а кто этого Бога создал? Другой Бог и так далее, и так далее. Кто создал самого раннего Бога? Ну, еще какой-нибудь самый ранний Бог, да. То есть, на самом деле, в этом нет никакого смысла, здравого смысла в этом вообще нету. Остается единственный верный ответ: материя существовала вечно. Это единственно возможный правильный ответ в поисках основного вопроса философии. Материя существовала вечно. С вами был Сибдей Том в попытке анализа основного вопроса философии.